будет необходимость еще в постоянно увеличивающемся таком объеме энергоресурсов. Поэтому основная проблема будет иметь взаимовыгодные, я бы сказал, даже взаимозависимое сотрудничество между Европейским Союзом и Россией. Но оно уже взаимозависимое, нет? Отношения уже взаимозависимые. Да, эти отношения, они всегда будут взаимозависимые. Есть перед Европой, чтобы не зависеть только от одного источника энергоресурсов. Поэтому, скажем, этот так хорошо известный уже проект Набуко, который свяжет прикаспийские ресурсы энергийные с Европой. Но Набуко пока что нет, но есть подписан Южный поток. Есть подписан Южный поток, но я бы сказал, что эти проекты пока на фазе идеи. Согласен, есть междугосударственные, междуправительственные договоры, подписанные как на Набуко, так и для Южного потока. Но они конкуренты, эти проекты? Эти проекты конкуренты. Эти абсолютно конкурентные, нечего закрывать глаза. Хотя... Зачем они оба тогда нужны? Хотя, вот такой вопрос. А зачем тогда оба нужны? Или почему Европа тогда, Европейский Союз, я имею в виду, не станет и не скажет: мы против Южного потока. Такого пока мы не видели ни в одной, скажем, официальной бумаге, ни в одном высказывании официальных лиц. А по простой причине, что если будет расти потребление газа в Европейском Союзе так, как сейчас предвидится, в ближайшие 10-15 лет вырастет на 100, 150, даже 200 миллиардов кубических метров газа, то если взять все трубопроводы, которые строятся, и Северный поток, и Южный поток, и Набуко, и другие есть маленькие, более маленькие такие проекты, то они не покрывают необходимость этого газа. То есть еще больше надо будет строить. С другой стороны, этот ли путь должна следовать страны Европейского Союза? Просто увеличение потребления энергии? Или мы должны сосредоточиться сначала на энергийную эффективность, на энергосбережение? Потому что это может, по крайней мере, может замедлить рост потребления энергии, соответственно, и зависимость. И сейчас, в общем-то, я считаю, что в начале следующего года будет как раз это большая дискуссия для Европейского Союза по отношению к этому пути.